Завершился ремонт на еще одном отрезке улицы Байтека-Батыра. Так, ранее данная улица была открыта на отрезке от Токумбаева до Суйркулова 21 июня. Теперь же отрезок от Суйркулова до Скрябина будет открыт 29 июня. Пока дороги перекрыты для автомобилей, обновленным транспортом наслаждаются велосипедисты и самокатчики. Они оценили проделанный ремонт и отметили, что на таком покрытии удобно и безопасно водить двухколесный транспорт. Здорово, дорога классная, надеюсь, прослужит долго. Вот, а так вот сейчас видите, люди вечером гуляют с колясками. Ну и здорово, что на велодорожке появляются. А раньше вы по этой улице проезжали, знаете, да, как у нас? Ну да. Вот после зимы, да, все разбито было. Сейчас, конечно, разница есть, как будто закрытыми глазами можно ездить. Буга чейин билебиз, бул жолдорду аябай бул Союздун убагынан бери эле жол салынып жеп болсо керек эле. Азыр бирок чындыгында аябай сонуп калыптыр. Биз аяк бягын көрүп кубанып турабыз. Айдап жүрөбүз, самокат, жол жакшы жасалган, бышык жасалган. Ошо качество жакшы, ишак, катаюсь мягко, гладко, аккуратно дегендей. Ошо. На этом отрезке было уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, обновлена разметка и дорожные знаки. При этом трасса была частично расширена на 1 или 1,5 метра на отдельных участках. После открытия далее по плану будут перекрыты следующие отрезки улицы Байтек-Батыра. Уже завтра же закрываем участок дорог от улицы Медарова до улицы Киевская, но при этом основные перекрестки, как Московская, Токтагула, будут сквозными открыты для движения автотранспортного средства. Также на ремонт перекрыта улица Джибекжолу от улицы Таволохнулдо до Абдрахманова. При этом, чтобы не создавать затор, пока что перекрыли только южную часть. Как отмечают в мэрии, ремонт на проспекте Чуй и улице Юнусалиева начнется 15 июля. Всего в этом году все дорожно-ремонтные работы запланировано завершить до 31 октября. Закрыли участок дороги проспекта Джибекжолу, там тоже около километра дороги. Сейчас в данное время работа проводится по южной стороне, по южной части, а северная часть, как двусторонняя, мы организовали временно. И как завершим, мы этот Джибекжолу тоже поэтапно будем закрывать. То есть сперва закончим южную часть, потом переходим на северную часть. Напомним, что ранее до этого после ремонта был открыт отрезок улицы Ахунбаева от проспекта Айтматова до улицы Малдыбаева. Здесь также частично расширили дорогу и уложили двухслойный асфальтобетон. Симах Мусаев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.